Лидия Михайлович, нашу беседу очередную хотелось бы посвятить вопросам строительства башен. Как они строились, как выбирали место, на чем, на каком основании. Один из исследователей, вот в своей работе он не соглашается с авторством ингушей в строительстве пирамидальных склепов, башен. Что пишет? Вот пишет, к сожалению, говорит, приходится возвращаться к мнению Мужухоева, который имеет локальный характер. Он считает, что вот он в кавычках говорит, он считает, что Мужухоев считает, что пирамидальная башня возникла на территории самой Ингушетии, затем уже распространились в другие части Кавказа, в том числе в Чечню. Аргументами для подобных высказаний служит, мол, постепенное количественное уменьшение башенных построек по мере движения от Ингушетии к востоку. Ухудшение стройности, пропорциональности и так далее. Выводы, сделанные Мужухоевым, они не подкреплены сравнительными цифровыми таблицами. Он даже не указывает, говорит, количество фундаментов башенных сооружений Чечни, а без них высказанные суждения нельзя считать фактами. Приводит в этом плане и мнение Марковина, памятник изотчества Горной Чечне. 80-й год, страница 264. Поверхностный, от чего хочет уберечь этот автор Джамирзаев? Поверхностный подход к этому решению этих вопросов чреват крупными уже историческими ошибками. Книга 2009 года «Древняя история чеченцев». Особенно чревато, потому что если учесть, что башни-то они не имели фундаментов. Это, выходит, не знали ни Марковин, ни Джамирзаев. Они никогда не строились на фундаментах. Пророки утверждали, что камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это сказание о Песахе утверждается. Ингуши не отвергли не только камень, они лучше многих других народов научились его располагать в пространстве. И камень, и строение свои каменные. Каменная башня строилась на скальной основе без фундамента. А техника у творцов была одна: внутренние леса и ворот чугерки. Это пишет один осетинский исследователь, правильно пишет, Орджоникидзе, 78 год. Он верно это отметил. Внутреннее строительство. Некоторые объекты древности, они возводились без фундаментов. На какие? Вот эти пирамиды египетские, вот храмы, Поленки, там другие, они без фундамента строили, они на основании плотном. Пирамида, вот пишут в «Семь чудес», в материале 90-го года пишется, пирамида возводилась на коренном известковом массиве, расчищенном от основного песка, гравия или лишнего материала. То же самое было с башнями, они не имели фундаментов. Их делали на специальном лепестке геологическом, который брал на себя удары землетрясений и так далее. Разницу в выборе, например, оснований вот этого здания, храмов, они показывают многие яркие примеры. Вот, например, в Малой Азии храм Артемиды в Эфесе. Это исторический район Кария. Решили построить недалеко от устья реки Кайс. Была болотистая почва, они ее ослабили, они ее убрали в воду, построили на нем храм. И этим путем удалось ослабить толчки землетрясений, часто происходивших именно на этом побережье Малой Азии. Вот в одном из материалов об этом говорится. «Семь чудес», страница 30. Вот эту задачу они сохраняли храм с успехом. Кстати, от толчков он не пострадал. Вот представляете, тысячелетиями стоял. В 263 году храм Артемиды был разрушен, разграблен готами уже. Например, другой пример. Мессина. В Мессине фундамент здания, а вернее отсутствие этих фундаментов. Огромные бетоны засыпают песком, поверх кладут опорные плиты. В случае землетрясения вся коробка в буквальном смысле может скользить на основании. В стенах не образуется напряжений. Кстати, здания Мессины выдержали самые серьезные испытания во время Второй мировой войны. На город было сброшено, исследователи подсчитали, 4000 тонн бомб. Да, авиабомб огромных, разрушительной силы. Другой любой бы город, говорит, был стерт с лица земли. Вот автор вот этого материала «Семь чудес» пишет. Мессения же, говорит, высадившаяся сама американская армия, которая до того, как высадиться, всю эту бомбардировку делала целую неделю сотнями самолетов, они, говорит, были в шоке от того, что не было развалин. Дома стояли, здания стояли.
Но, правда, окна и двери были, говорит, снесены воздушными волнами от взрывов, а сами дома, за редким исключением, стояли невредимыми. Вот это их поразило. Они были в шоке. В Ашхабаде таким же образом строились старинные мусульманские мечети. Во время страшного землетрясения в Ашхабаде мечети уже стояли, а такие жилые дома все были разрушены. То есть там уже, но только для пружины там делалась прокладка из осоки, из камышей. Они тоже эту хитрость знали. Древние ингушские башни не строились на природной земной плите, вот этой геологической плите, так называемый геологический лепесток, целостная платформа. Там не было никаких фундаментов. Строение ингушских зодчих не разрушило ни время, ни землетрясения, ни ураганы. Строение ингушских зодчих от входов лавин или ветра не страдали, их обходило все это страной. Почему? Потому что древние кавказские ингушские мастера знали и особенности местности, и лавинную опасность каких-то конкретных участков, направлений ветра. Все это учитывалось. Только с учетом всех этих данных утверждалось место будущего строительства, или башни, или какого-то поселения. Яркий пример отсутствия зданий вот у последующих вот, недавних народов. Вот, например, мы Астин называем Ардабон иногда среди. Но это же не оскорбие, это просто недавний по-астински. Мы их называем Ардабон, то есть недавний. Хотя мы признаем, что хири это родственники, пусть не близкие, но родственники. Грузин мы считаем своей кровью. Это люди нашей крови грузины. Поэтому мы от них никогда не отказывались и никогда не будем отказываться. Ни от одного горского этноса. Никогда. Вот яркий пример это вот в районе ледника Колка, вот когда в 2003 вот этим году, когда сход был, они, последующее население, они не зная вот эти местные особенности, где дует ветра, где может быть сход какой-то лавины, где можно ставить, они маленькие эти села поставили, они были снесены на леднике Колка. Это яркий пример знаний местности, знаний ландшафта. А такие, кстати, Колка, ледник, обозначает на астинском языке ингуш. О чем-то говорит, да. Все на свете боится времени, а время боится пирамид. Это древняя мудрость. А чего же боятся Кавказские башни? Времени? Нет. Природных катаклизмов? Нет. Боятся людей, особенно тех, кто их не возводил. Вот эти ингушские башни, храмы, а только разрушал. Всякие монгольские, среднеазиатские орды, а феодалы местные, а позже уже российские самодержцы. Вот эти последующие, поздние насельники вот этих мест, они становились иногда и ради утверждения своей власти, вот феодалы ихние, они становились уже разрушителями этих мест, разрушителями этих укреплений, этих башен. А это была древняя культура, это древние строения были. Вот, например, сколько простоял храм Артемиды в Эфесе? Несколько, можно сказать, пару тысячелетий, да? А строили-то его 120 лет, несколько поколений архитекторов строило, это из истории видно, древнегреческой. А сжег его за 20 минут кто? Неудачник Герострат, который захотел оставить свое имя в истории. Он оставил его, правда, с плохой стороны, но оставил. Вот так же надо было и все разрушить, и кавказскую культуру, и древние храмы, и древние башни. Для чего, я не пойму. В основании ставились все-таки блоки, но это не было фундаментом. Это подбирались блоки, они для чего были? Это для смещения центра тяжести к основанию башни. Вот башня строилась, чем ниже, тем камень тяжелее и крупнее. И вот эти наклонные стены, там очень много хитростей. Вот сегодня нам кажется, вот башни там обсуждают, сколько лет уже обсуждают. Да их обсуждали-то не так, как и в принципе это и нужно было обсуждать, если честно, если меня спросить. Это не самомнение человека, который там зациклился там, на башне. Нет. Их сколько материалов читаешь, не по хронологии, не по устройству, не по выбору места. Ничего конкретного. Даже люди, которые вызывают у меня большое уважение, вот, например, один из авторов пишет, все зациклились, говорит, на башенной культуре, которой и больше 3 столетий нету. Ну как это так? Как это так? Древние у хуритов, у колхов, у древних шумер, у древних этрусков. Посмотрите, в Италии есть целые города, старинные, древние остались, там где башни. Такие же, как у нас башни стоят. Да, да, высокие башни охраняют свои древние селения. Вот эти заброшенные поселочки. Посмотрите их.
изучите их, а потом говорите, что у нас нет 3 столетий. Это же неправильно. Вот эти 8, вот откуда идет эта восьмиконечная звезда? Вот это 8, кавказская звезда, это 8 вот этих центральных, они имели каждое свое имя. Вот эти 8, их называли быками, уст по-ингушски. Это зятья наши, по-ингушски, вот, например, какой-то род строит башню. Вот эти наиболее влиятельные, наиболее авторитетные зятья этого им поручало, они заранее их готовили. Вот когда один из ингушских строителей сказал, что в течение года невозможно, это готовилось не в течение года. Известь естественным путем только выделывали больше 7 лет. Род это готовил в течение десятилетий, а строили уже именно обязательно в год. Это культовое требование было. Оно потом к чему вело? Оно к самодисциплине вело. Это от незнания. Вот, например, смотрите, вот если, например, мы берем пирамидальные, там, одна система строений, внутренние вот эти кресты, нервюры, крестообразные на 2 этажах, на 2 и 5, имеющие там то такое название, то нартул, то еще что. Вот, например, если, например, возьмем простые башни, то обязательно там делалось эрдебау от бишам. Это что такое? Это внутренний каменный свод, который держал. Вот, оказывается, там тоже хитрость была. Вот, например, японские строители старые, они говорят, вот этот центральный столб, основа, он при землетрясениях, он держит, говорит, здание все. То же самое в Ангкор-Вате, там тоже центральные столбы. Вот в ингушских жилых башнях, вот этот центральный каменный столб, он всегда был. Если я вам, например, при наличии желания, я вам потом как-нибудь с разрешения уже автора, который это снимал в горах у нас в Ингушетии, я вам покажу, башня сама разрушена, а внутренний свод, этот каменный столб стоит. И вот делали настолько качественно, настолько это. Он межэтажное перекрытие держал, он держал всю башню фактически от этих толчков. Число ступеней на башнях. Ну, по-разному это. От 7 до 13. Это и, вот, например, некоторые говорят, это число, это древнее сакральное число у ингушей. Возможно, надо это исследовать. Вот, например, число ниш на храмах и столпах. Это число тех патронимических фамилий, которые в этот род или в общество, или в ущелье входят, которые почитали эти храмы, эти памятники. Вот это количество ниш было. Даже на обычных столпообразных святилищах где-то 1, где-то 3 ниши, где-то 4 ниши. Это количество патронимий, которые окружающие почитают этот памятник культовый. Вот количество ступеней на кровле на башне. Возможно, что это было число поколений рода, которые прожили на этой данной территории не меньше, ну, должно быть, мы знаем из исторических фактов, не меньше 7 поколений. Иначе не давали вот на этом месте. Они должны обладать частью этой территории. Они должны были быть частью этого местного общества Мохку Алшанцинах. 7 окружающих городов, они давали и право, и это. Вот в разных святилищах по-разному. То 7, то 12. По-разному. Вот Семенов приводит, вот археологические изыскания 27-32 год, они везде все это показывают. Везде по-разному было. Сводчатое устройство ярусов, вот свойственное башням пирамид, вот со ступенчатой кровлей, оно тоже особенность. Вот, например, Джосера, если пирамиду посмотрите, там белый слой, черный, и все пирамиды. И как у нас на наших пирамидах. То же самое, вот эти ряды, вот эти цветовые, вот эти цветовые оттенения. Посмотришь, это новейшая ингушская башня фактически. А вот эти египетские знаки фараонов, стелы славы ихней, это устремленная ввысь ингушская древняя башня, фактически. Если брать чисто визуально. Вот почему все равно делали вот эти каменные башни с пирамидальными навершиями? Да потому что хотели все-таки, это во многих ущельях они были. Это те, которые в Осетии, вот, в храм, вот, в Склеповом городке, вот это, в городке мертвых сохранились, они то же самое были и там, в башнях. Это когда доосетинское население было несколько столетий назад.
На втором и пятом этаже делались выводили вот эти межэтажные перекрытия, каменные своды. Они для чего? Они для лишения возможности поджечь эти здания, взять их силой. Вот эти крестообразные нервюры, они сохранились. Но, правда, в языках многих народов названия терминов, в ингушей они сохранились. Вот, например, Тменов в 96 году, зодчество средневековой Осетии, он честно и правильно говорит. Народные предания, говорит, и осетин, и ингушей, чеченцев, они связывают их строительство с ингушскими мастерами. Вот на странице 97. Он правильно говорит, честно говорит. Кавказцы были знакомы не только например, со строительством каменных зданий. Они знакомы были с достоинствами самих камней. Вот, например, если мы смотрим иногда вот эти башни, внутренняя сторона, вот чем ниже, как говорится, тем тяжелее камень, но еще разница была внутренний ряд камней и внешний. Ну, за исключением окон и дверных проемов и машикулей. Там уже блоковые эти, там где на углах они уже идут один камень. А так стены это были двух рядов шли. Вот эти внутренний ряд этих камней, он был как раз из пористых теплых камней. Вот некоторые думают, вот глупый народ был, там в каменных жилищах детей рожал, чахоткой болел, там то другое. Чахотка это от голода и от переживаний, постоянных набегов и постоянных завоеваний других крупных этносов, орд вот этих. Это от этого в основном чахотка. А то, что урожаи не давали, не давали им урожай даже этот вырастить. Местный кавказский реликтовый сорт вот этого ячменя, который быстро вызревал в холодных условиях на ветрах. А камни они знали прекрасно, наши отцы. Они знали достоинство этих камней. Не зря герои многих сказаний, они из сос камней, вот сослан там, из пористого теплого камня. Вот этот теплый камень использовали внутри. Он согревал, он давал тепло, он уберегал от лишнего жара, а например, при тех же поджогах вот этих, ну, поджог, вот как каменную башню можно поджечь. Вот, например, крупная башня, хороший отряд, там другая башня через там несколько километров, другая башня всегда готовая на помощь друг другу. Это же взаимосвязь. Их обкладывали сушняком, деревьями, вот враги, и поджигали, чтобы температура. Вот этот спористый камень, он не давал людям сгореть заживо, понимаете? Там знания были, знаете какие. Это универсальное строение, которое, я не знаю, вряд ли где-то в каком-то регионе столько учитывалось. Это для сохранения теплового баланса и зимой, и летом. Или, например, вот эти же камни, говорящие камни, лукер. У нас песня есть там про этот лукер, исполнялась. Вот дуэт у нас у ингушский был, они интересную песню вот эту. Это что такое говорящий? Когда кварцевый камень. Он когда-то, если, например, люди есть специалисты в технике, у нас когда-то вот милицейские рации существовали, вот на мотоциклах эти постовые ездили. В советское еще время, в те 60-е, 70-е. Они на кварцевых камнях, эти вот резонаторные свойства этих вот этих кварцевых камней, и маленькой такой тонкой из драгметалла, из этой пластинки. Кстати, вот этот кварцевый камень вот находят в захоронениях сердолик, кавказский женский оберег, там у мужчин гагат черный, это древний кавказский камень, мужской. А женский это сердолик, это что? Это некоторые места, это и Крите находили, Малая Азия, у нас в Ингушетии, в горах Кавказа, Закавказье, везде. Это, вот думают, некоторые там, знаете, как пишут историки, поверхностный взгляд у них, а это завозилось то из Египта, то оттуда. Нет. Один немецкий исследователь пишет, я, говорит, столько времени надеялся, говорит, я, говорит, это, он знаете, где пишет? Он под селением Гвилети на Кавказском, под Казбеком пишет, описывает речку, вот эту кисинку, залежи, говорит, вот этого кварца, говорит, разных этих цветов, говорит. Вот этот желтый там или коричневый кварцевый камень обработан, вот это и есть сердолик. Не надо его везти ни с Африки, ни с Крита, ни откуда. Ну сколько его можно... Или, например, по олову пишут. Вы знаете, у нас, говорит, кавказионское,
кавказская металлургия для того, чтобы делать чугун, для того, чтобы древние чугунные, она не завозила этого олова, как у нас пишут в истории Ингушетии, в истории других этих, пишут, вот завозила специально олово в истории Осетии, там разных авторов. Из английского этого там, наверное, завозили, или там откуда-то с древней. Нет, не завозили. Ну сколько надо завозить этого олова, а его 12% на изделие. Вот сколько надо, чтобы огромные чугунные котлы, которые в каждом семье, в каждом храме, каждой глуши, в каждом ущелье делались. Ну что вы, ну что это придумывать-то, ну. Мощековистые, оловянистые и другие виды бронз, они из местного материала делались. Вот у нас здесь захоронение, у нас здесь месторождение сурьмы. Сурьма, что такое? Сурьма это тот материал, который, мы помним, древние арабские вот эти, знаете, они глаза лечат. Да, он тоже использовался вот в этих сплавах. Надо немножко почитать просто, прежде чем что-то говорить, надо почитать. Вот эти кварцевые камни тоже. История архитектуры знает много примеров, когда шедевры мирового зодчества, например, строились на, вот странно, да, на водоемах, на высушенных болотах, на озерах. Вот пример, я вам сейчас пример приведу. 70-й год нашей эры, разрушив золотой дом Нерона, он специально золотой дом, шикарное здание, Нерон, но так как его местное население ненавидело этого Нерона, архитекторы засыпали озеро уже после него, а на его месте возвели амфитеатр Флавиев. Это написано в истории искусства, 2002 год, страница такая-то, 98. И этот памятник получил какое название? Колизей. Он стоит до сих пор, его остатки. А представляете, там озеро было. Он же до сих пор стоит, Колизей, остатки Колизея в Италии. Надо уточнить, он стоит не только до сих пор. Это инженеры не просто осушили болото. Почему? Вот рядом с ним еще построили что? Комиций. Площадка для народных собраний, Регия, Царский дворец, Курия, здание заседаний Высшего совета у них. Вот все эти здания построены на месте, где было озеро. Они его осушили, болото. Кстати, остатки этих всех зданий сохранились. Эти места сохранились. Вот знаменитый храм Артемиды в Малой Азии, о котором я говорил, что его сжег Герострат, одно из 7 чудес света. До того он был красивый. И вот этот Герострат подумал, если он на весь мир знаменит, сюда приходит поклоняться со всего мира, давай-ка я себе свое имя оставлю. И сжег его. Так оно стояло на осушенном озере. Да, осушили, сделали отводы, убрали воду. Почему его строили на топких местах? Да потому что вода, которая не уходит вниз и стоит на одном месте, будь то болото или озеро, оно показывает устойчивость этой нижней платформы. Она указывает устойчивость этого дна, этого озера или болота. Что там вода не уходит. Что она стоит из-за рельефа местности. Вот это понимали и древние, кстати, ингуши, да, вот, которые сегодня выставляются. Вот эти кавказионы, ингуши, грузины, другие, вот когда храмы строили, они это все понимали. Они понимали вот эту устойчивость этого дна, вот этого лепестка геологического. Но они проверяли его уже не высушиванием болот или озер, а на той местности они молоко, несколько раз вырывали яму, заливали туда молоко, специальный состав молока, и смотрели, уходит, не уходит. Измеряется уровень, не измеряется. Вот яму делали, заливали туда это молочный продукт и смотрели, уходит оно или не уходит, как сыворотка. Не уходит. Все, еще раз срывают на этом же месте, опять проверяют, не уходит. 3 раза делали, а потом уже выбирали устойчивое место. В одной казачьей песне поется, знаете как? О планировании станицы, вот очередной. Дядька Тарас, говорит, ставьте хату около нас. Будем жить, не тужить, пить то дома, то у вас. Но здесь тоже выбор поселения связан с жидкостью. Но только другой жидкостью, горючей. Там неустойчивость этого поселения нужна была. Вот, например, Василий Абай выводит древнее кавказионское слово одно. Например, то, которое использовалось, например, для строительства вот этих всех храмов кавказионских. Кир. Пишет Кир, известь, общекавказское слово, вышедшее, вероятно, говорит, из семитического
круга. Арамейская гир, известь, армянская кир, грузинская кири, известь, чечено-ингушская кир, даргинско-убыхская кир. В осетинский вошло, скорее всего, из грузинского. Да. Ну а зачем его выводить с самого начала из семитического круга? Вот он здесь пишет. Ну, просто, ну что семиты были великими строителями, они даже кочевниками-то нормальными не были. Потому что кочевые народы, они идут за травой. Они на одном месте 3-4 года не стоят, пока не засорится округа. Нечистотами и так далее, и так далее. Они идут за травой. В течение года вот эти перекочевки, 2-3 перекочевки, это почитайте у специалистов и поймете. Там другая, там бродячая система жизни. Это другая. Ну что были, семиты были великими строителями. Ну, просто смешно просто. Иногда осетинские сами жилые башни, они сами их называют Дегорский Кирн. В Веронском Кирн, а в Дегорском Кирн. То есть известковые от извести. Затяде правильно пишет. Кстати, вот эти адыгские названия, кабардинское Сехо или Сивоски, они о чем говорят? Вот сборники Эльбер, страница 296 указывают. Они пока что адыги, в принципе, не знали этого строительства на извести и так далее. Это мы же знаем. Есть, например, смотрите, есть большая разница в чем? В строительстве вот внутренней, внешней побелки стен строений. Если говорить, чем ближе к Адыгее, там меньше дома побелки, а чем ближе к Центральному Кавказу, тем больше побелка. Это о чем идет? Это чем ближе к тому этносу, где традиция побелки домов имеет многовековую культуру, вот и отображает, это перенимает друг друга. Не потому, что я выпячиваю ингушский народ. Нет. Он имел древние традиции. Вот посмотрите, есть фотография свадьбы в Фуртоге. Дома ингушских жителей скромные, но зато аккуратно побеленные. Скромные, бедные, но аккуратно побеленные. Вот об этом можно читать, но в следующий раз я эту тему продолжу. Очень интересная. Самый главный вот аспект – простота строений. Вот функциональное строений. Вот об этом я хотел бы потом целую передачу почитать. Много есть о чем говорить. Баркул Холчим, Адикхел.